Всем привет, дорогие друзья! Вот, сегодня решила сделать печенку в духовке с грибами и запечь ее печенку. Попробуем сегодня это сделать. А Сергей у нас сегодня решил поснимать, как я готовлю печенку. Всем привет! Как же это готовка, Машина готовка, и без моих комментариев, без моей съемки я околачиваюсь опять на кухне около Маши. Ну вот, Маша сейчас расскажет, какие ингредиенты будут. Так, значит, я взяла куриную печень, полкилограмма, 2 луковицы, 2 морковки, грибы собственные. А грибы какие? Белые, да? Нет, не белые. Я вижу белые грибы. Это не белые. Это белые грибы? Або. Нет, не белые грибы это. Это белые грибы? Я вижу, да. Не белые. Кошмар. Это белые грибы, я вижу, вон грибы белые. Ну, белые грибы. Ви думаєте, ми сішу ще? Маслята смий. Не, маслята так не... Нет, из маслят получается, когда ты маслята приготовишь, там каша получается. Да? Ну, да, это белые грибы. Ну, получается, белые грибы. Я думала, конечно, я белые. почему-то маслята подумала. Нет, потому не что они маслята. тоже такие беленькие. Нет, маслята, они очень в размерах уменьшаются, когда варят. Они как Мягкие каша такие. становятся. Ну, да. понятно. Ну, тогда, получается, взяла белые грибы. Сама не знаю, какие грибы там у вас перемешку, все. Наша готовка начала с перебранки небольшой, но доброй такой перебранки. Потому что грибов разных в пакетиках я потом, наверное, вот и перепутала. Ну ничего. Да. Значит, грибы белые, где-то 300-250 грамм, как-то так. Взяла яйца 3 штуки, сметану 250 грамм. Ну, я хочу сказать еще. Может быть, кто-то возьмет на заметку этот рецепт, потому что печенку-то готовить многие готовят. И мы также готовим эту печенку. Ну, обычно раз, пожарили просто печенку. Это все тоже надоедает. Что-то надо интересное придумать, давать. Да, ведь, Маша? Да, вот. новенькое, что-то вкусненькое. Да, но это... Грибы со всеми. Вот и хочу попробовать с грибами еще. Вкус. Ну, сейчас Маша начнет с овощей, да. порежет лук. Нарежу лук. Да, и на терке... Морковку натеру. Натеру, правильно? Как правильно, натеру или надеру? Я не умею по-русски чисто так говорить, ну ничего. Главное, зрителям понятно. Надо лук порезать, а морковку натереть. Все. Так, значит, лук кубиками нарежем. Это так я понял, что лук будешь обжаривать и да, морковку, сейчас. да? Да. Ну. Морковку через терку пропущу. И потом, постепенно буду жарить. Угу. Ну вот, это еще немножко поснимаю тоже я. Глаза опять слезятся. Я это уберу лук, потому что он мне как бы... Ну, глаза слезятся. Да, Чтоб там совет хороший был, надо было попробовать, так и забыли. Чтоб, говорят, глаза не слезились, надо взять спичку в рот. Да, серьезно. Некоторые говорят, ножи нужно, чтобы в воде были. Ну, не, там спичку надо было, вот это интересный момент, надо было зубочистку вставить между зубами и посмотреть. Интересно, слезились бы глаза или нет. Начну беречь морковку. Ну, морковка, она есть морковка. На крупной терке, да? Да. Морковый лук готовый уже. И Маша приступила к
в печенке. Держу печенку, да. Печень у нас куриная. Но, в принципе, можно, наверное, любую там. Это, наверное, повкуснее, может. Мне как-то более-менее нравится печень куриная. Ну, некоторые, когда берем свиную, некоторые печень попадается горьковатая такая. Или неправильно разделали, или что. Бывает и курица такая же, у курицы. А у нас Какое-то зеленое что-то попадается. Цвет зеленый, это из-за чего, не знаю. зеленый, это, значит, туда попала, желчь попала. Из желчного пузыря. Вот, один раз было, попадалось такое же. Вот она горькая потом. А это вроде нормальная куриная. Сейчас сделаем, приготовим. Мы же потом оценим это все. Главный оценщик сидит за кадром, так оценит. Ну что, приступили к уже к работе на плите. Готовка на плите. Сейчас масло нагреется у нас. И мы добавим сюда лук. О, масло нагрелось, лук сразу зашкварчал. Сколько, Маша, примерно надо обжаривать? Ну, где-то 2-3 минуты. Ну, наверное, цвета до золотистого цвета примерно 2-3 минуты. Сейчас Маша жарит этот лучок. Я вот лук не люблю. А вот когда жарят, такой вкусный запах. Так. Сейчас кладем морковку. И уже вместе с луком будем обжаривать, да? Да. Тоже 2-3 минуты, потом вместе с луком обжарим морковку. И это еще откладываем в сторонку. Не, сразу будем Форму. форму давать. Первый слой, так сказать, этого слоеного блюда. Я не знаю, как это назвать. Печенка, это не пирог. Получится вкусным, нежным. Надеюсь, так и будет. Это все готово у нас. И сейчас выложить на противень первый слой. Смазала маслом. Так. И этот слой сюда. Ровненько все. Ну вот так, ровненьким слоем. Это первый слой такой. Распределить. Первый слой это лук и морковка. Угу. Ну так. Это готово. Так, Дальше у нас возьмем грибы и пожарим грибы. Белые грибы у нас пойдут. Так, добавлю я масло опять же. Так, и добавлю грибы. Ну еще, второе, что мы обжариваем, это грибы. Грибы у нас взяли, мы взяли белые грибы. Там вначале Маша не определилась, конечно, но я опытный человек, подсказал, это белые грибы. Но пожарим минут Да. 5-10 минут. Если у кого нету там белых грибов, своих грибов, шампиньоны будут самое то. Ну, шампиньоны, да. Шампиньоны можно пожарить, наверное, Да. там 4 минуты, 3-4 минуты. А вот эти белые грибы я подольше пожарю. 5-10 минут, как-то так. Но у нас они уже, эти грибы, так сказать, полуготовые. Да. Полуготовые. Мы в морозилку их немножко варим и кладем в морозилку и там храним потом. Да. У нас получается... Места меньше
полуготов. Да и так сохраняется быстро. Когда они мороженые грибы, и их надо очень быстро сразу мороженым жарить. А когда ждешь, когда они тают, потом они чернеют, некрасивыми будут. Как-то говорят, что замороженные грибы нужно горячую воду, наверное, добавлять. Ну сразу. Сразу да. горячую воду. И они становятся такими же, такими вот. А эти как свежие, только что, вот как будто только с леса. Ох, вкусный аромат идет грибов. Я обожаю грибы. Грибы очень, да. Вон как грибы шкварчат, катаются на сковородке, сковородка с антиперегранными покрытиями. Вкусно. Вкусно, да. Аромат невероятный. Это грибы, это лето напоминает. Свои грибы. Да, свои грибы-то вкусные из леса, конечно. Ну, все. Грибы пожарили. Так, это сюда высыпаем. И разравниваем это. Это уже у нас получается второй слой грибной. Да? Да. Напоминаю, первый слой лук с морковью, второй слой грибы обжаренные. Вот так, друзья, выглядит сейчас у нас. Даже это уже так аппетитно выглядит. Уже. А сюда еще будет третий слой печенка. Да. Сейчас начну жарить печень. Обжаривать печень тоже в сковородку. И сколько примерно, Маша, обжаривать там? Минут? Где-то 5 минут. Минут 5. Примерно 5 минут обжарим. Так, обжариваем печенку. Потихоньку перемешиваю. Вот, пока жарится. Пять минут еще не прошло. Печень посолим. Сколько примерно соли-то? Где-то 2 щепотки. 3 щепотки. 3 раза ты посолила. 3 щепотки, значит. Да, 3 щепотки. Солить уже после того, как печень почти готовая, приготовить. Ну, до обжаривания. Ой, после обжаривания. Ну все, третий слой пошел, да? Это печенка. Вы, друзья, не представляете, какой аромат. Ну, может быть, и представляете. Очень вкусный аромат дома. Вот так. Так, печенку тоже по всему разравниваем. Распределяем, так сказать. Распределяем, да. Это у нас уже крайний слой получается, да? Сверху больше ничего не будет? Да, больше ничего не будет, О. да. Крайний слой. Ну, я не успел как-то быстренько так. Она так вот лопаткой так как-то как бы придавила немножко вот это все. Угу. Дальше сюда будем делать, так сказать, соус. Так. А для этого сейчас Маша покажет. Яйца, значит. Значит, 3 яйца. И сюда же сметану добавляем. 250 или сколько? 200 грамм сметаны. 200 грамм сметаны.
Так, добавили. И венчиком Аккуратненько. пол чайной ложки соли. Этот соус. Да. Поэтому и не сильно там солили. Только печенку солили немножко и все. И это все надо тщательно перемешать. Чтобы потом залить нашу печень. Так, еще я добавлю перец. Свежемолотый перец. Свежемолотый перец, он очень ароматный. Очень ароматный. Прямо ароматный. Не то, что там в пачках эти перцы. Маша взяла немножко маленькую и тяжело мешать. Осторожненько. Тут самое главное момент это еще перемешать, чтобы тщательно, чтобы до однородной массы и залить. Равномерно залить. Зальем это все. Сейчас я сначала духовку включу. Духовку, да. На сколько градусов? Так, духовку на 180 поставлю. Да, пускай греется. Да. Этим сейчас все полностью заливаю. Заливаем равномерно, чтобы все покрылось. Наше блюдо. Вот так. Так получается у нас. Маша говорит, что я тебя вкусняшкой накормлю. А я грибы. Он, наверное, не очень любитель таких. А я грибы, как известно, ем после того, как поест Маша. И потом посмотрим уже. Не, я буду сразу пробовать. Что? Ну вот. Это у нас полуфабрикат такой. Осталось дождаться духовки, нагретой духовки и все потом. Маша тоже ждет. Когда нагреется духовка. Да, когда нагреется духовка и вот этот, так сказать, слоеный, я не знаю, как назвать. Перец сапом пахнет. Но. Пирог или там что, это как называется вообще? Это печенка в соусе, так В сказать. духовке печеная, да? Запечем. Но он получается как слоеный такой. Первый слой это морковка с луком обжаренная, второй слой идет грибы обжаренные, третий слой печенка, тоже слегка обжаренная. И все это заливается соусом, Да. сметанным, яичным. Не знаю, насчет с перца переборщили или нет. Перец, Потому что это очень... как нам прислали вот этот перец с Германии, все другие перцы, вот что в пачках, вообще не пользуемся. Вот это такой ароматный, такой вкусный перец. Ну вот у нас духовка готовая. И у нас так, суем духовку Так, кладем в духовку на 25 минут. 25 минут, Маша сказала. 25-30 минут. Как-то так. Ну и Ну это посмотрим, Да. у кого какая духовка. у всех духовки разные, надо смотреть по готовности. Да. И мы тоже будем ждать и смотреть. Сейчас поставлю я свои часики. Давай таймер включай. Ну-ка, как тягает. Так, поставила на 25 минут. Все, пошло время. Ну, вроде как время у нас подошло, друзья. Да, сейчас. Там трынкнуло яичко, таймер. Сейчас покажет Маша. Но аромат дома стоит, не представляете, какой вкусный. О, да тут красота и вкуснота. Вот это да. Вот готовое блюдо. Да. Сейчас мы это все разрежем и будем обедать. Попробуем обязательно такую прелесть.
затаив дыхание, друзья, берем кусочек нашего пирога с печенкой. Ну-ка поближе на камеру. О, вот так там слой овощной, грибной и печенка сама. Вот. Так, попробуем. Сегодня я сама буду пробовать. Давай. Сегодня я сама буду пробовать. Ну что, зацени, Мария Олеговна, нашу вкусняшку. Как там? Я потом тоже хочу попробовать. Аромат вкусный. Рассказывай, что не так. Очень хорошо сочетаются грибы с печенью. Перчинка, конечно, очень у нас чувствуется. Она чуть побольше, наверное, поперчила. Перебор? Чуть переборшила, да, Но ничего. Ничего, зато коронавирус не пристанет. Но очень нежный, очень вкусный. Мне Да? нравится. Угу. Я с этого с краю буду пробовать. Вот с этого краю ты там пробуешь, я это же попробую. Действительно очень вкусно, советую приготовить. Очень нежный, очень вкусный. Маша есть. Мне Ты понравилось. мне оставь там это самое. Так что советую приготовить всем. Этот конец не оставь, потому что там горячий, а я хочу уже немножко остывший попробовать. Я не буду ждать грибы 2 часа, как обычно. Вкусно, да? Ну, Действительно. Во! Это я сегодня уже показывала. Очень вкусно, действительно. Так что советую приготовить. Не пожалеете. Ну такую печенку. Да. Вон. Вообще. Давай я с краю посмотрю тоже. Давай-ка, Маша, я из твоих рук, из рук хозяйки попробую, покушаю. Да, вкусно. Печенка нежная. Это в сметане, потому что. Грибы чувствуются. Вкус грибов тоже чувствуется. Только она слишком поперчила, да? Нет, Нет. Да? Или мне? Маша говорит, что перец переборщила. Нет, перец нормальный. Да. Соль нормальная, перец нормальная. У меня полный рот нормальный. Я сейчас разжую. Потому что неудобно разговаривать с полным ртом. Но вкусно. Вкусно, друзья. Я еще, друзья, попробую. Уже сам. Очень вкусно. Чувствуешь, Маша? Я ведь не хотел это есть. Да, он вообще был против. А мне почему-то вот сердце подсказывало, что это очень вкусная получится вот такая запеканка. И точно была уверена, что так и есть. Вкусно, вкусно. Ну все, друзья, будем заканчивать. Сейчас мне положат в отдельную тарелку уже эту вкусняшку. Мне понравился рецепт. Очень вкусно, очень нежная печенка. Такой, это, наверное, сметана еще такой дает нежный привкус. И получилось, так сказать, в овощном гарнире сразу там это блюдо. Первый слой получается морковка с луком. И дальше слой грибов уже. И печенка. Еще этот залито прекраснейшим вкусным соусом. Да. Перец, соль. Нормально все. Есть, советую на горячее. Очень вкусно. Вот я сейчас горячим попробовал. Очень-очень вкусно. Всем рекомендую этот рецепт. Ниже в описании постараюсь записать этот рецепт. Чтобы было удобно. Когда будут. Я уверен, что многим понравится вид этого блюда, и думаю, на вкус тоже понравится. Ну, я же была права. Да, Да, я ошибся сильно, что я говорю, что я не буду кушать, а очень вкусно я буду кушать. Вот так. Ставлю Маше опять жирный лайк. Спасибо за такую вкусняшку. Ну ладно, все, друзья, будем
прощаться с вами на пару дней опять. И опять будет какое-нибудь видео с нашей кухни, с нашей деревни, с нашего села. Что-нибудь да будем, что-нибудь да покажем, нашу деревенскую обычную жизнь. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал, смотрите наши видео, чтобы не пропустить новые видео. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Тем самым вы окажете нам сильную поддержку для развития канала. Вот так. Ну и все, заканчиваем. Ну, всем пока. Пока-пока.